Короче, сегодня среда, 4 часа вечера, культурно-массовое мероприятие. В общем, топаю тут райончик по улице Бакаларской. Это тут то ли маленький Китай, то ли что-то в этом роде, короче, типа а-ля Чайна Вьетнамона, короче. Сейчас посмотрите. Здесь какие-то торговые ряды, палатки там всякие разные. Вот видите эти всякие штуки. Вон там так попытаюсь снять, короче, видите, азиатские лица, короче, везде. Тут, вот, короче, наш брат азиатский работает. Ну, это в основном все вьетнамцы там, короче. Я не думаю, что здесь китайцев много, но они как бы есть, присутствуют в каком-то количестве. Но в основном еще с времен коммуны здесь очень сильные связи с Вьетнамом. Вьетнамская диаспора довольно приличная, большая. Я когда таксовал, пару раз в этом районе, в этот район забрасывала, короче. Видите, ногти, когти, все делается. О, Asian Foods. Короче. Большой обзор. Хочешь что-нибудь вьетнамского, милости просим. Вот, смотрите. Удобно. Хорошо? Хорошо. Ну, короче. Это из риса что-то. Мясо. Всякое разное. Морепродукты. Конечно, куда без соевого соуса и приправ. Так, утиные яйца, походу. А, нет, это тысячелетние яйца. 25 злотых. Китайцы мне, кстати, советовали их не есть. О! Мантоварки. Точнее, бузницы. Бао-цзы. Бао-цзы. О, короче, можно купить будет. О, шумная рыба там какая-то. Вот это бармаш. Кстати, Бурятия может бармаша вообще выращивать на больших количествах. Анчоусы. Ну, это в основном анчоусы не как закуска, а как добавка к ферментированным блюдам всяким разным. О, рисовые что-то. Лепешки какие-то. Это даже я не знаю, что такое. Лапша, наверное, какая-то. Короче, шикардос. Блин, жалею, что раньше здесь не оказалось. Смотрите, грибочки какие-то, что-то.
А, нет, это... Ух ты, веган порк чоп. Офигеть. Ага. Ну. Вот это вот как его. Ламинария. Так, сейчас. Что-то они все какие-то напряженные. Ходит какой-то азиат огромный, короче. Снимает их на видео. Ну вот. Так. Сейчас пауза. Блин. Оборвалась. Ну, короче, вот. Стандартная китайка. Здесь подобное заведение называют хинчик. Ну, то есть китаец по-польски. И я такой думаю, ну, это, думаю, прикол какой-то, почему вьетнамскую кухню называют хинчик. Оказывается, ну, предыстория такая, что в период, когда Польша была независимая, 20-30-е годы, в Варшаве существовало 2 китайских ресторана, которые, ну, вот прям, судя по описаниям тем блюд, которые там продавали, это была северокитайская кухня, дунбэйская точнее. И, значит, с тех пор в польском языке зафиксировалась норма о том, что, значит, любая азиатская кухня, она называется хинчик. То есть, если она даже вьетнамская. И тут проблема, короче, найти китайскую кухню. Я там с китайцем на съемках познакомился. Я говорю, слушай, говорю, хочу северокитайскую дунбэйскую кухню попробовать. Он говорит, я знаю, где есть дунбэйская кухня, только не перепутай. Там несколько ресторанов как-нибудь. Я вас, кстати, свожу туда. Сам я потому что там не был. Но прям хочу попробовать. Сегодня у нас в планах, значит, посетить вот этот ресторан. Барбекю, ну, хот-пот. Чисто типичный. Так, там какой-то флаг поистрепался. Какой-то хмонговский флаг или... Кто знает, что за флаг, подскажите. Тут вот другой ресторан. Фу, не ресторан, а какое-то заведение, короче, морепродукты тут. Еще там что-то охлажденное. Мороженый дуриан. Эти новогодние подарки. Доброе. Поляков тут куча. Видите, можно купить сразу уже все готовое. Кстати, кимчи хочу купить. Потом, наверное, зайду сюда, кимчи возьму. Вон там бухло корейское, соджу. Все, короче, все есть. Кучу ресторанов, кучу этих. Так, тут, о, вот это китайские. Ценник 23 злотых. Умножайте на 20, это в рублях будет. В долларах примерно 4,5 доллара, короче. Оба, это что такое? Кто знает, что это такое, напишите. Всякие сладости тут. Вообще шикарно в такое место выбраться. Блин, ё-моё.
Надо сюда чаще ходить, короче. Опа. Там сейчас чувак один звонит. Сейчас я снова вынужден буду прерваться. Короче, будем жарить на хот-поте корейское барбекю. Ну, вот подача там тут урубается. Чик-чик. Так. Чеками, наверное, особо. Ну, в общем, не знаю, в Бурятии я не ходил на что-то подобное, короче. В Китае тоже не удалось. Притащили пиво. Короче, кто здесь в Польше живет, кто будет смотреть из Польши, приходите, окунитесь, так скажем, в атмосферу корейского барбекю. Ну, в общем-то, это мировая франшиза, так что там как бы нет особо каких-то таких вещей. Правда, единственное, что если вы хотите по-азиатски острые блюда, надо ему сказать, чтобы было острое, но острое не в европейском смысле, а острое в азиатском, короче. Тогда нормальное по остроте будет, потому что я тоже заказывал где-то острое, короче, дали, но не совсем острое было. А тут я попросил, чтобы прям, короче, повар там накидал. Заказал я суп кимчи-чиге. Сейчас там ждем человечка. Человек приедет и уже там закажем побольше. И потом я вам покажу. Сейчас все выглядит по-японски. Без всяких мелких вещей корейских не существует, так скажем. Так что давайте отключаюсь, буду пиво пить. Польское, кстати. Барбекю. Пожалуйста. Так за мniej więcej 3 minuty może nachodzić. Говорит, что через 3 минуты нагреется вот эта вот чугунная плита. Ну и традиционная подача с ножницами. Чисто по-корейски. Пиво целое пока еще. Ждем всех. Ну, в общем, с наступающим, короче, всех товарищей. С наступающим Новым годом. Короче, тут уже не снял процесс, но дожарил, в общем, мясо. И тут такие шикарные десерты. Приходите. Ну, я сладкое мало ем. Ну, иногда ем, но такое бы с удовольствием съел, но есть не буду, потому что уже наелся. Так, сейчас немного перевешивает. Тут у нас уже пошла жарка вовсю. Я сейчас чуть-чуть. Что сильно? Настраиваю камеру. Будем есть. Правда, я не знаю, как правильно естся. Короче, ну вот, в общем, вижу тут тофу, куски свинины. Так, лук. Еще там что-то. Острое, но не очень. Там, наверное, надо луком сначала проэтовать, нет? Или ты лук не жаришь вообще? У тебя еще рис есть. Листья это мои, что ли? Нет, рис. Рис. Вот ну. Рис. И суп. Но это не корейский рис. Блин. Кто знает, кто в Корее живет. Это
Нормально, хороший, вполне возможно, даже с Украины рис. Белый, очищенный, но корейский рис, он немножко другой. И когда я в 17-м году был в Китае, в Корее, Янбаньском автономном округе, нам там подавали как раз именно корейский рис. Он немножко другой по вкусу и по способу приготовления, так сказать. Ну, сейчас пока аперитивчик. Шикарно. Чичиги. Это, как его, как это называется? Во. С похмелюги самое то. Он же специальный такой суп после похмелья какой-то. Ну да. Вроде бы. Но я помню, ты знаешь, когда первые дошираки появились, да? Ты помнишь, насколько вот эта приправа была мощная, острая? Я помню, встречал этих, значит, запойных алкоголиков, которые рассказывали о том, что вот эту приправу после похмелья встаешь, разводишь, значит, кипяточком, и эту приправу выпиваешь, говорит, очень здорово с похмелья помогает. А потом там рецептуру поменяли, ну, то есть менее острое стало, короче, и как-то мне показалось, что это доширак. Я еще помню, даже застал время, когда доширак назывался досирак. Они даже с таким этим брендом вышли на рынок. Но люди как-то сами начали его дошираком называть. И те изменили название под влиянием... Да. Потому что никто досирак не хотел есть, все его называли дошираком. Хотя правильное звучание, насколько я понимаю, это было досирак. Кстати, кто-то рассказывал, что в правильных корейских ресторанах выдают такие полотенца. Значит, ты вешаешь себе полотенце на шею. Да. И когда потребляешь корейскую еду, поскольку она очень острая, там пробивает на ход, и они этим полотенчиком себя протирают. Кстати, у меня небольшое прижимбение, но это не вирусное, это просто вчера продуло меня. Поэтому этот суп вообще идеально подходит под это дело. Сейчас будем... Смачного.
Помню, был в Шанхае, а у них там все шанхайская уличная еда, она вся пресная. Я говорю, лады, лады. Они на меня как на деревенщину китайского смотрели. Потом я перепутал соль с чесноком. И в итоге чувак, который готовил, он мне наперчил, начесночил, короче. Ну, он не понял меня, что я хотел сказать, чтобы посоленее было. Но это чисто вот такая там шанхайская традиция, которая возникла под воздействием английской, в первую очередь, концессии, которая там была. Так, так. Dziękuję. И ты пришла, я как раз поспел удон. Счастливый человек. Но сейчас, я просто, видишь, это сейчас мукбанг пилю. Ну, ем, короче, и этот, как его... Так что ни о чем секретном мы не говорим за столом. Ладно, сейчас, ну, друзья, ладно, вы поняли, я доедаю эту тарелку, короче, потом мы выбираем, короче, какой-нибудь микс и жарим, короче. Ладно, потом подключусь. Так что не переключайтесь, лайк, подписка, донат в комментариях, в описании видео приветствуется, строго приветствуется. Короче, притащили нам еду. Вот это кимчи-чиге. Это что-то какой-то рыбный. Куда без риса? Короче, кимчи-чиге с рисом. В общем, можно шикарно наесться. Яйцо наш этот. Прям уже... Не, ну еще, я думаю, минутку и нормально будет. Ну вот и закончилось культурно-массовое мероприятие. Кстати, позади меня это вот традиция, которая возникла в Южной Корее. Представлены блюда в том виде, в котором они в реальном размере присутствуют. То есть это чисто корейская тема такая. То есть каждый может зайти и посмотреть, что из себя представляет блюдо, которое он хочет заказать. Так что, в общем, неплохо посидели, выпили. Короче, Варшава, улица Бакаларска. Вот это вот все, значит, вьетнамские дела. Вон, видите, там ногти, когти там. Короче, все вот эти вот мероприятия, вон, где местные сидят, значит, здесь правильные блюда. Поработали люди, вон теперь сидят, короче, кушают. Все верно. Магазинчики. Так что такой хороший вечер был. В общем, приглашаю. В следующий раз пойдем в северо-китайский ресторанчик. Короче, а сейчас февраль, холодно, накаркал я, хотя сегодня день очень хороший был, теплый, солнечный. Ну, в общем, завтра буду монтировать видео, послезавтра, наверное, залью, а может быть и завтра. В общем, такая вот была сегодня небольшая. Отдельно потом, конечно, приду мукбанг записывать, не без этого. Ну и всех азиат с азиатским Новым годом. Всех буддистов, бурят, тибетцев с наступающим. Значит,
Там мне кричат ускориться. Хватит, говорит, блогерствовать. То опоздаем на трамвай. Ладно, всем пока. И до новых встреч. И снова мы заканчиваем каждый вечер и каждое утро Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Только так и не иначе.